Клиника Смоленской областной клинической больницы представляет клиническое наблюдение, использование брохоскопа для излечения булавки с пластиковым шариком из просвета на средней кишки к ребенку. Проглатывание острых инородных предметов происходит в результате недосмотра родителей. Вклиненные остроконечные народные тела на средней кишки довольно редко встречаются у детей, но создают опасность перфорации стенки органа. Со времени создания эндоскопического отделения в Смоленской областной клинической больнице диагностировано и удалено единственное острое и вклиненное народное тело 12-перстной кишки. Металлическая булавка с пластиковым шариком на конце. Больная девочка в возрасте от 11 месяцев поступила в ночное время 29 января 2015 года в отделение детской хирургии Смоленской областной клинической больницы с диагнозом инородное тело верхних отделов желудочно-кишечного тракта через 4 часа после проглатывания. Диагноз острого инородного тела желудка подтвержден рентгенологически. Через 2 часа после поступления под эндотрахеальным наркозом выполнена эзофагогастродермоскопия. Учитывая возрастные параметры ребенка, рост 87 сантиметров, масса тела 8 кг 300 грамм, для снижения риска травматизации системы желудочно-кишечного тракта принято оригинальное решение использовать бронхофиброскоп FB19TV Хибупентекс. В просвете 12-перстной кишки на уровне перехода к нисходящей горизонтальной нижней части визуализируется вклиненное металлическое инородное тело. Эндоскопическими захватывающими щипцами аллигатора инородное тело идентифицировано и удалено. Во время экстракции металлическая булавка деформировалась в области фиксации эндоскопической петли под углом 8 градусов. Расстояние между пластиковым шариком и острой частью булавки 2 сантиметра 4 миллиметра. Длина булавки 3 сантиметра 7 миллиметров. Диаметр пластикового шарика 4 миллиметра. После удаления инородного предмета выявлены поверхностные линейные повреждения слизистой оболочки 12-перстной кишки и пищеводно-желудочного перехода. Больная на 5-е сутки после излечения инородного тела выписана из отделения в удовлетворительном состоянии. Наше клиническое наблюдение показывает, что слаженность в работе детских хирургов, анестезиологов, умение, сообразительность и разумный риск врача-эндоскописта позволили избежать операции у ребенка младшего